Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Саламатсыз ба? Құрметті қазақ бауырларымыз. Заман хайырлы болсын. Дерлі гагаус қарлашерім, исәннәрмісіз, құрметті жамағат. Я мог это говорить на татарском, вот это сейчас видео, но понимаете, интересный момент. Те, на кого это рассчитано, не знают татарского языка. Я не в смысле того, что вот он не татарин, типа другой национальности. Нет. Самое смешное, что, если позволительно, я просто с такого момента яркого, мне казалось, яркий момент в моей жизни какой-то. Как-то я ходил в центральную мечеть. Сейчас она вот у нас строится новая соборная мечеть. Да, джамих у нас возле мэрии. Мне вот я иду от Хазрата, очень уважаемого человека. И у него был сейчас в гостях, там намаз был и прочее. Он мне говорил, что мэр сказал когда-то, слишком, мол, бывший мэр, слишком, она не должна быть выше мэрии. Типа, ага, выше мэрии не может быть. Видимо, с его точки зрения. Вот. И сейчас вот там строится ударными темпами новая мечеть соборная. А до этого, много лет назад, это было в 89 году, когда минарет водружали в старой части города. В старой части города там как раз на мечеть водружали минарет. И я говорил, что из 21 арабской страны даже гости были, и торжественно все, я об этом писал репортаж. Вот. И с трудом выбили место под эту мечеть у тогдашнего мэра, судя по фамилии, далеко не мусульманин и не православный, кстати. И, как сказать, исконная у него вера, исконная предков, не православная, чтобы сразу обиды не было. Вот. И там мечеть построили. И пока она еще джамих считалась, я как-то ходил, в четверг сижу там, и там у них ребята, татары и друзья русские. Они взяли и так начали их, видно, как-то просвещать или обрабатывать, как угодно вам. И несколько там, не больше полдесятка, может быть, даже и того меньше, русских ребят. И вот как по дружбе они ислам, видно, приняли и учебу проводят. Я вот в Одессе каждый год ездил много-много раз, и с 9 по 21 год каждый год практически ездил, и по 3 месяца там жил, и на Решельевской, и там какая там у нас, значит, еще есть Арнаутская, большая Арнаутская, или какая там, вот, малая Арнаутская, это у Бендера там есть, значит, где делают что-то там, да, сразу не могу вспомнить. Вот, и там мечеть, арабский культурный центр, молельный зал, я постоянно ходил, и все вагазы были на арабском языке. И там много было мусульман разных национальностей, никто не возмущался. Мне, мол, непонятно, почему по-арабски, а давайте, типа, на каком-то другом языке. Нет. А тут, значит, учеба. У нас вот в мечетях на татарском, и потом на русском даже повторяют, там перевод, что-то говорят. И когда я в родном селе как-то как положительное явление хотел секретарю сельского совета отметить, у нас все-таки не моноэтническое село, а там и не моноконфессиональное, даже мечеть действующая. Вот. Я говорю, у нас там в Татарстане проповедь сначала на татарском, а потом на русском. Ну да, у нас же в Конституции записано, что она сказала, мы русский народ, что такое. Я говорю, совершенно ты не права. Там написано, мы многонациональный народ России написано там. Может, сейчас вот последние годы, может, сделали, я не смотрел. Вот. И не удивил, короче, ее. И вот здесь вот на арабском не заморачиваются, на арабском все. А здесь вот учеба. А у нас вот в мечетях на татарском, потом на русском повторяют. И ладно, это пускай. Хотя многие уж все понимают, там много очень арабской лексики. И вот в четверг сказали, учеба будет, мне интересно.
все-таки знаний сколько ты не имеешь, все равно от них не надо отказываться, лишних знаний не бывает. Я решил задержаться. И надо же, слышу по-русски начали. Типа вот там 3-4 человека не понимают, оказывается, по-татарски, поэтому вот там у нас где-то сотни, 2-3 человек сидит, и все. Я не против, но давайте сначала по-татарски, а потом хотите по-русски. Зачем вот так сразу? Я спустился и на улицу выхожу, и навстречу мне из другой части города, я когда-то в газете «Религию» освещал, мечети, и когда начали выпускать книгу про разных людей в городе, и про всякие как памятные места, и очень много публикаций, и возносятся минареты там и прочее, под моей фамилией там в этой книге есть. Я участвовал и освещал постоянно, мне там хорошо все первые лица вот эти имамы прекрасно знают, мне даже книгу одну попросили потом перевести с русского с татарского, да-да, с татарского на татарском выпущено, на русский язык перевести. Вот. И естественно, я спускаюсь, и навстречу встречается там в другой части города молодой имам. А когда там я был депутатом, когда-то, значит, вот за мной машину послали, а я гусель помылся, и вот в той части осенью был, в ноябре, что ли, после гусель горячей воды ходил, ждал, чтобы они же въедут сюда в комплекс, не найдут дом, я позаботился. А он как раз в другой части города с каким-то бабаем разговаривали, этот бабай там очень много времени отнял, и почему-то меня хотели позвать, чтобы я помог как депутат там в строительстве мечети. Я бывший главный врач Ишкинеев Рохшат Булсын, и мы с ним потом в больнице вместе лежали, и утром вставали вместе там типа на намаз, и вот, значит, и днем, и он сильное, большое участие принял в этом. Так вот, из этой мечети навстречу идет парень, молодой, имам, знает меня, и говорит: а вы куда? Я говорю: я всю жизнь завидовал тем, кто в Татарстане живет, и мне даже брат один старший, ныне, к сожалению, сейчас уже покойный, вот он говорил: хоть ты езжай и поживи среди нашего народа, чтобы на родном языке хотя бы все это слушать и все. Я говорю: я приехал, хотел услышать на родном языке, в Татарстан человек приехал, а мне, говорят, тут, значит, обучение, оказывается, на русском языке. Ну, проводите на татарском, а потом повторите на русском. Там 4 человека, из-за них, что ли? Вот. Вот это для меня явление. И теперь как-то вот удивительным образом у меня тут друзья заводятся. Один башкир, он говорит: да, я когда приезжаю, там по-башкирски разговариваю, мол, предки у него оттуда все. Сюда приезжают исключительно на русском разговаривать. Так я говорю: говори хоть на башкирском, я буду на татарском говорить. Там разницы почти никакой. Нет. Родственник есть, племянник, он исключительно по-русски говорит. Да. Тот башкир, это татарин. Потом еще из Казахстана один татарин, значит, приехал, он исключительно на русском языке. И еще татары есть, которые... Помню, когда я жил в общежитии педагогического института, и ко мне зашел, знает, что я национальную тему веду, и он ко мне зашел познакомиться, когда еще национальное движение только зарождалось. И он из Киева, жена украинка, из Киева он приехал, или русская жена, он татарский националист, он ни слова по-татарски. Потом еще был, как говорится, светлой памяти один юрист, он Татарстан депутаты прошел, и националист такой, скажем, ну, нас это не в плохом смысле. Вот он прошел, а он ни слова по-татарски почти не знал. Много очень таких. И у меня один приятель, я им помог сильно, за него публикации кучу сделал, потом распечатал в типографии, копии наделал и по столбам развешивал. А тогда еще легко было, если ты не коммунист, я мог легко в Госсовет Татарстана пройти. Вот. Но я подумал, что шеф мой, начальство, редактор немножко перепугается, скажет, что карьеру я хочу сделать, на место, что ли, ее сесть. Поэтому я не стал дразнить гусей. Потом, когда у меня только через 5 лет размолвка была с шефом, я, зная, что она может меня удалить из редакции, я пошел в депутаты городские, а тогда уже
на полумиллионный город всего 50 мест было. А раньше было 140, 137 или 147, где-то 130, вот так где-то. И несмотря на что 10 тысяч человек, я все-таки победил, как говорится, Аллах ашкар. Вот. И что хочу сказать, не знали они, а ходили на эти собрания. Вот я даже не буду называть организацию, она сейчас запрещенная считается в Российской Федерации. Вот, и все. И единственное, что вы думали, я как шутку хочу, как мем сделать. Единственный владеет и говорит, вот сейчас от него иду, татарским языком в совершенстве владеет кто? Ногай. Много лет я не знал, он из Астрахани, из тех краев, и вот он, оказывается, владеет татарским языком хорошо. Когда мы на Кавказ ездили, я его в Волгограде встречал, в аэропорт. Он татарин, столько лет татарин, и вот мы с ним везде ходили, зовут где-то, да, читать, мы ходим, и вот буквально в прошлом году, что ли, он говорит, мин ногайлардан. Он все эти годы стеснялся, получается. И мне как-то смешно стало. И еще с ногайской кровью есть, здесь вот 500 коней держит, у него ногайская кровь, я его, когда, позапрошлом году, он у меня был человек года нашего канала, я ездил его награждать. Он по-татарски чешет, молодец, ногайская кровь, но он говорит, я, говорит, возрождаю коней татарской породы, 500 коней. И вот надо же, а помощь откуда не ждешь, да? Ногайский брат по-татарски чисто говорит, его не отличишь, а свои татары не знают родного языка. Вот, это как, не знаю, люди по-разному реагируют. Определенные люди, представители определенной категории или социального слоя говорят, хоть стой, хоть падай, кто-то еще как-то. Но мне вот это странно, как у меня однажды редактор татарской газеты все говорил, саир, это типа чудно. Вот так, видимо, надо выражаться иногда, без всяких эмоций. Чудно. Чудны твои дела, Господни, как говорится. Надо же, откуда не ждешь. Вот. И хочется на родном языке поговорить. Представляете? Это один из прибалтов как-то написал про свой родной язык. Он сказал, типа, родина, что ли, ты как воздух. Когда ты есть, я тебя не замечаю. Но когда тебя нет, я в другом месте. Мне тебя не хватает, я задыхаюсь. Вот то же самое. Хочется на родном языке. Единственное, что остается, иду на базар. Это я уже сейчас шутку буду говорить, чтобы таджикские товарищи, наши единоверцы, не обижались. Я прихожу, говорю, я пришел татарское лицо увидеть, а там одни ряды, одни таджики. Очень редко татарский язык знают. Я вот, кстати, был в Таджикистане, и там татары чешут на таджикском, как на родном языке. И когда я звонил здесь, кто-то пожил немного, я им по телефону, по таджикскому, говорю, да ты лучше нас знаешь. Я говорю, ну нет, мне интересно, я фарси слова мне интересны, я запоминаю и фразы строю, знаю хотя бы, да. Я даже выпустил монографию заимствований из, значит, фарси в татарском языке. И генконсулу или кам хотел вручить, и, значит, атташе по культуре, я с ним общался, Ирана, я говорю, у вас ущемление азербайджанских братьев нет? Нет, говорит, вот у нас генконсул, говорит, в Казани из Ирана, и я, говорит, оба азербайджанцы. Я говорю, ну ладно, хорошо, я удовлетворен. И я, значит, сказал им, что мне вот я монографию готовлю, заимствование из фарси в татарском языке. А они не проявили интереса, и я тогда переделал заимствование из таджикского языка в татарском. У меня один товарищ заказал, заплатил деньги, у меня такое подозрение, что кто-то кандидатскую, может, защитил, а может быть, диплом какой-то защитил. Ну и ладно, зато хозяин-то я все равно, автор-то я. У меня хранится оригинал, и я все это могу доказать, если что, потому что я плотно занимался. Когда мамы не стало, мы с сестрой ездили через Уфу на родину, Солилецкий район. Я в Уфе, повезло, купил 2 книжечки, словари как раз из фарси, арабского, там какие слова к нам пришли в татарский язык. И еще до этого до кучи докупил ряд книг. И мне интересно стало вообще, очень много интересного. И люди порой просто не знают ничего. И я недавно, вот, Зенон, что ли, Кассиовский, или какой-то польский писатель,
как-то забыл его, все время забываю, необычной фамилии. И у него там я нашел в тексте, что древнее еврейское слово «алма». Это значит, я думаю, у нас же «алмапай», говорят «алмапай». Я вот там делал, много народу посмотрело. Некоторые там, мне даже одно в запрещенной социальной сети, один оскорбление написал. Ну, что скажешь так. Ничего, в общем-то, нет особенного. Если человек, что его переполняет, тем он и делится. Он поделится какими-то гадкими словами, которые не вошли ни в один словарь нормальный. Вот, что хочу сказать. Я вспомнил, да, действительно, альма-матер, говорят, это вторая кормящая мать, альма-матер, университет мы называли, алма, оказывается, алмапай, одного корня. Я удивился, как много людей посмотрело это видео там. Вообще поразился этому обстоятельству. Вот. Очень, к сожалению, мал интерес к нашему родному языку. Они считают, это не надо. А потом в Турции едут, понимаете, вот, мне кажется, вот языки, иной раз, они сложные, да, и вот, когда изучаешь язык, он тебе напоминает, какой ты на гору взбираешься. Но когда ты родной язык татарский знаешь, ты уже на какое-то плато забрался, допустим, такое каменное, мощное, прочное плато ты стоишь. И когда надо следующие ступеньки делать, тебе легче, потому что у тебя словарный запас, я даже обратил внимание, у турецких братьев, или у нас в семье говорили эти слова, здесь в Татарстан приезжая, их не употребляют. Мои предки несколько веков назад, я еще говорил, что уже в 18 веке по реформе, по указанию императрицы российской Елизаветы II, дочери Петра I, татар переселили в Оренбургскую губернию. Потом, значит, при Екатерине оттуда переселили вот там, где они вот живут, в нашем Солилецком районе и в селе нашем. Естественно, они сохранили какие-то слова, которые сейчас в Татарстане не употребляются. И я приезжаю, думаю, наверное, это чисто казахские какие-то слова или что. А оказывается, в татарском они употреблялись, и иногда в словарях я это нахожу. Вот. Машина тут. Так вот, удивительно, что вот это объем слов, который мы имеем, объем слов определенный, да, он позволяет лучше изучать. Я турецкий язык переделываю чуть-чуть, да, слегка переделаю на турецкий манер. Вот, кстати, турецкая кухня наших братьев, наших турецких братьев. Вот турецкая кухня. И в Турции, когда я первый раз окунулся, говорят, научить можно человека, лишь бросив в воду, иногда шутят там. То же самое, ну, без воды не научишь же, да, поэтому. И удивительным образом, действительно, я искал словари, пытался изучать. Если бы даже словари я достал бы, я часть Петербурга обегал когда-то в конце 80-х годов, в 80-м, если точнее быть, да, по магазинам нигде не нашел. А потом, когда в Турции оказался и в этой среде, я просто почувствовал и в инфинитиве стал выражаться. Гөрмяк, бельмяк. У нас курырга, а у них гөрмяк. Сразу видно, там определенная какая-то закономерность прослеживается. И так начал говорить. И меня понимали все. Настолько понимали, что я на гору залез в деревне на Кипре и спустился, а там Ülker. Я им говорю даже, а у нас в Татарстане Ülker есть. Они пригласили к столу, вынесли стол на улицу перед магазином. Даже молоком козьим угостили, который для бабушки старенькой больной покупают. Этим кофе, что только там. И хозяин подарил даже маленький подносик такой. Кипр там, китайцы произвели. Кипр там, значит, Кыбрыс, Одесса. И я обратил внимание, что очень легко. Мне достаточно месяца-два, я буду по-турецки чесать только так. Вернулся и в Татарстане стал названивать там Ипекче. Пекарь там какой-то, турецкий брат в старой части города там. Я им по телефону и общаюсь. И уже перестал инфинитив употреблять, а уже нормально начал говорить. И у меня тут родственники жили с год примерно, брат родной жил, его жена жила 3 месяца. Она еще посмеивалась, там слышит, как я с турецким братом, пекарем, разговариваю по телефону. Она смеялась, йорум, говорит. Я говорю, да, били йорум, гёр йорум. Все, освоил, альхамдулилля, как говорится. Вот.
Что, трудно, что ли? Было бы желание. И вот он приезжает откуда-то с Казахстана, не знает родного языка. Родители на чистом татарском говорят, а он, я как-то думаю, а что я приобрету от него? Разговоры о политике. Я и так уж политикой сыт по горло. Человек не знает родного языка. Родственник не знает родного языка. Ладно, там приезжаешь. Тут едешь в Соль-Илецк. Там у меня дальние родственники по матери. Очень много когда-то их переселили, когда-то там. Прибыли они когда-то. Даже говорят, кто-то по маминой линии, дескать, даже на каторгу его, там на руднике работал, рудник или на соль-добыче, и родня переехала, он политически был сильный, и переехал родня туда, чтобы рядом с ним быть. Очень много родни, вот по маминой линии, дальний родственник, и у них, значит, у тети, дяди нет их, к сожалению, его Рахимджан Абы Рухшат Булсын, а она, как забыл ее, к сожалению, сходу не могу вспомнить, надеюсь, простительно. И у них внук их там, сыновья все трое на русских женились и потом ушли из жизни по разным причинам. У них, значит, внук, и он, бабушка воспитывался, у него мама русская, отец татарин, и вот я когда вижу, он к бабушке приходит, и потом, значит, когда бабушки не стало, я к ним заглядываю на чашку чая, он норовит по-татарски со мной разговаривать. Я говорю, вот видите, мама русская, он среди русских вырос, а он вот настолько у него, как сохранились сердечные связи с татарскими родственниками, с татарским языком, что он по-татарски говорит, старается. Я сижу у других родственников, тоже по матери, он туда приходит как-то по случаю и по-татарски старается говорить. Вот смотрите, да, мы вот иногда, у нас есть там некоторые люди, ангажированные в национальном плане, начинают, что такая-то нация, вот она, вот, представитель такой нации. Да блин, среди своих татар стопроцентных родного языка не знает, а человек мамой русской воспитан, а и бабушкой татаркой воспитан, и он, бабушки давно нету, он мог взять и сказать, да зачем мне язык? А он знает, что он кровную связь чувствует с родственниками по бабушкиной, по отцовской линии и старается говорить на татарском языке. Честь и хвала, как говорится. Так вот, удивительным образом, я вот не рассчитываю на какое-то солидное количество просмотров, потому что те у меня вот смотрят в Казахстане, спасибо, братья казахи, в Гагаузии там смотрят, да, смотрят сейчас в Узбекистане, альхамдулилля, как говорится, тюркские у нас народы, а они, для них эта тема не близка. Я так считаю, что нет у них такой проблемы, а у нас вот есть. И как-то, знаете, все равно, вот встретишь особенно человек, когда я в редакции работал, тему национальную вел, и Холоденко в санэпидстанции работает, он украинец, старался по-татарски разговаривать. У главного врача татарки Наталья, секретарь русская, по-татарски чесала. Потом какой-то чуваш там был в общине, он по-татарски разговаривал. Потом, значит, я на рынок прихожу.